Полуразрушенная баня номер 1 в самом центре крымской столицы – памятник бездуховности. Этот популярный в советское время банно-прачечный комбинат построили из могильных плит. Могильные плиты здесь интересные, разноконфессиональные, то есть и русские, и греческие, армянские видели, на иврите, на идише, да, подписи видели, то есть это караимы, крымчаки, могли быть и иудеи крымские. Банно-прачечный комплекс номер 1 в Акмеджите был построен в 30-х годах прошлого века. Дух тогда царил атеистический, возить камень с карьеров было дорого, и в целях экономии в качестве стройматериалов нередко использовались крепкие могильные плиты. По данным историков, в качестве камней при строительстве бани использовались надгробия со старого Симферопольского кладбища. В начале 2000-х банно-прачечный комбинат перестал работать по своему прямому назначению. Тогда на этом месте решили возвести 4-этажную гостиницу. Когда баню начали сносить, в ее стенах и обнаружились надгробные памятники. Историки попросили приостановить снос, чтобы описать могильные плиты, а наиболее древние или значимые из них передать краеведческому музею. Но большая часть здания уже была разрушена. Часть того здания, которое уже снесли, к сожалению, эти могильные плиты, они канули в лету. Их просто собрали, вывезли в неизвестном направлении. То есть они не были никак не задокументированы, никак не сохранены, а просто ушли куда-то, скажем так, на помойку. Несколько надгробий все же удалось сохранить. Их можно увидеть во внутреннем дворике Центрального музея Тавриды в крымской столице. Сейчас к той стене, где обнажились могильные плиты, подобраться сложно. Рядом за высоким забором развернулась масштабная стройка очередного бизнес-центра. Что будет с самим зданием бани, неизвестно. Его обнесли красочными баннерами. Внутри есть пару магазинов и ночной клуб. Ночью тут танцы.